Что? Ух ты! Это так делается, да? А это один человек, это кто? Всем привет! А прикинь, нас никто не... Ну, запись будет только. Запись. Не знаю, посмотрю. Короче, это наша первая трансляция, я не знаю, это один человек кто-то смотрит или это, короче, мы сами? Кури, какой-то один человек сидит. Может, это мы сами. Может, и нет. Посмотри. Что это? Ну вот. И вышла 0. Ничего, привет, тестон да. Может, нет, вот есть, значит, это количество людей, да? Ага, ну все. Все, всем привет. Еще раз поприветствуй. Предыдущий человек ушел, когда Ксюша поздоровалась. Всем привет, привет. Мы наконец-то подключились. Сколько? Это наша первая, да, 11 минут прошло. Мы впервые делаем трансляцию, и сегодня мы будем готовить с вами 4 блюда якутских. Один почти приготовлен, другой готовить даже и не надо. Посмотрим, насколько это вообще нормально. Добрый день всем. Всем привет. Я вижу ваше сообщение. Классно. Ну что, идем на кухню. Сегодня у нас... Так странно вообще, честно. Могу показать кошку. Вот. Ее зовут Бейки. Ей скоро 7 лет. Такая красавица. Сегодня мы будем готовить с вами кровяную колбасу. Ага. Будем готовить с вами кровяную колбасу. У нас кухонька маленькая. Кухонька там на сколько? 3 квадратных метра, наверное. Сәлеметсіздер. Так, хайырлы күн, құрметті достар. Так, мы на кухне. Кухонька маленькая, еле вмещается, но ничего. Оденем ровно. Окей. Так, хочу показать вам кровяную колбасу, которую мы делаем. Сегодня у нас расскажу 4 блюда. Это кровяная колбаса. Это хан, называется хан. Там внутри кровь и молоко жеребенка, завернутое в кишки жеребенка. Как вы знаете, мы в Якутии кушаем жеребят, которым исполнилось полгода. Почему жеребенок, а не конина? Потому что условия северные, и мясо становится очень жестким. И вот мы кушаем вот жеребя. Оно такое мягкое, как конина тут в Казахстане, реально. Ага, и это первое блюдо. Второе блюдо – это сырая жеребятина. Ее готовить не надо. И я впервые, если честно, буду кушать сырую жеребятину, и Ника тоже, потому что мы сырую рыбу начали кушать только после переезда, потому что, ну, может, вы знаете то, что у нас на севере многие кушают сырую печень, сырую жеребятину, рыбу. Рыба вообще вкусная, мы начали кушать ее вот после переезда. Какой-то ген срабатывает, походу, якутский, и прям хочется вот этого сырого. И теперь мне хочется сырого мяса, и мы будем кушать сегодня сырую жеребятину. Также Ника начинает готовить оладушки, которые мы будем кушать вместе с саламатом. Саламат это такое туйда. Ну, оно такое очень вкусное, нежное. Оно такое с маслами и вот так с оладушками, и вообще это как деликатес. Все. И теперь, сейчас я буду рассказывать о кровяной колбасе. Вот Ника готовится вовсю. Кровяная колбаса. А как ее показывать вот так, прямо да? Ника? Да? Буспотагулу, да? Ладно, сейчас. Кровяная колбаса, она... Ага, сейчас покажу-ка тогда. Сейчас. Итак, эта кровяная колбаса, она выглядит таким образом. Сейчас покажу. Мы ее варили. Мама моя отправила жеребенка и кровяную колбасу. Вообще очень трудно было найти человека, вылетающего рейсом Якутск-Алматы.
И вот она нашла и за деньги отправила всего чуть-чуть, там 2,5 килограмма, по-моему, мяса. Она должна прилететь в феврале и привезет около 20 килограмм. 20 килограмм мяса с рыбой. А очень хочется рыбы. Вот, и отправила 4 штуки вот этого хана. Сразу скажу, этот хан может... Тут есть из Якутии, может, зрители, да? Они, конечно, скажут, что хан не такой, там он маленький. Чукурушка, почему он маленький? Потому что... Да? Ой. Кому? А вот давай на это. Ага, вот так. Ага. Сразу скажу, этот хан, он такой немножко маленький, и он готовится... Вот смотрите, я хочу показать, как он готовится. Ника, покажу, иди. Вот он стоит у меня рядом. Видите? Он готовится в кастрюле и с тарелкой. Тарелка нужна для того, чтобы она не слиплась. И этот хан, как вы видите, он такой маленький. Я сейчас покажу его в реале. На самом деле он как этот козы. Кишки же. Ага, вот он. Он как козы, но тут внутри кровь с молоком, как я уже говорила, и мы прокалываем его зубочистками, так же, как и козы. Я знаю, козы прокалывают, там внутри мясо, а тут этот. Но он маленький совсем, на самом деле он должен быть больше. Почему он маленький? Я скажу, что моя мама, она сирота. В 6 лет она осталась сиротой, и это все равно сказалось на том, что она не очень любит, ну, не то чтобы не любит, да, а не очень знает вообще, как правильно готовить. И вот она уже, во второй раз, наверное, она вот сделала кишки, и они получились в размороженном виде, они очень вдвое больше, а он сокращается, когда готовится. И поэтому вот мама учится только, ей 59 лет, и она вот только учится делать это, потому что, не было передано. В 6 лет она со своими сестренками, их 4 было. Вообще 5, брат умер в малом возрасте, и вот вчетвером они остались сиротами. В 6 лет у нее умер и отец, и мама, поэтому вот передавать вот эти традиции, и вот этого тоже, к сожалению, нету. И теперь я разрезаю, я вообще люблю камеру чуть вниз направьте, не видно стола и колбасы. Вот так. Спасибо. Вот так. Посмотрите, вот я разрезала. Обожаю вообще обожаю хан. Вот так он выглядит. Кишок жеребятины. Так вкусно пахнет. Как вам? И внутри что есть? Внутри это кровь жеребенка с молоком. Вообще делают еще из говядины. Оно такое, кишки, они такие черные, красные, темные. У жеребенка белые. И тут, когда у коровы, вот этот кровяную колбасу коровы делают, она тут красная, кровь тоже. А тут вот... Давайте покушаем. Я разрежу пока. Как? Вкусно, да? Очень вкусно. Очень вкусно. Я его вчера достала. Видите, он с жиром. Я вчера его достала размораживаться в холодильнике. И вот с утра приготовила, чтобы он к стриму уже был готов. Потому что он готовится где-то... в других рецептах люди говорят, что готовится 30 минут, но не знаю, у меня не так. У меня вообще по-другому готовится. И 2 часа нужно, чтобы он получился вот таким, потому что там внутри же все жижа же.
А, а из нас кушает кушаю только я. Ника не ест, Ксюша тоже не ест. Кишки. Напишите, кто вообще вот хазы любите, да? По-любому же. Он уже очень вкусный. Ксюша, например, хазы больше кушает, чем вот кровяную колбасу. А я вообще фанат кровяной колбасы, я его обожаю. У меня еще его 3 штуки осталось в холодильнике. Я его буду кушать. И на этот. Рахмет, азбулсун, ребята, уже начинаем кушать. А потом начнется этот сырая жеребятина. Так, и Ксюша, ну вот, больше хазы кушает. Ника любитель больше, ну, плова и корейской кухни. Я люблю восточную кухню. Ну, по мне видно, наверное. Это бишмармак, там плов, вот это все. И вот моя слабость хан, короче. Наша кухня, она различается чуть таким, ну, более такая аскетичная, что ли, такая. Ника начинает готовить оладьи. Начинаю показывать сейчас. Хотя рыбам большая. Странно. Может, без этого? А как ты будешь показывать? Не знаю. Вот так? Угу. Вот там не видно ли? Тут твоя спина видна. Полезно же. Свежая кровь с молоком, да, очень полезно. Ну, вот так она делает, потом начнешь жарить, я покажу. Давай, хорошо. И вообще есть люди, которые кушают сырую, вообще выпивают эту кровь. Прикиньте, да? Ну вот, очень вкусно. И у меня еще 3 штука есть. Я вот его угощу девочек своих, наверное. Казашек, подруг. Чтобы попробовали. Ну, вообще, некоторые уже кушали. Мы же подкаст снимали про то, как, ну, отличие казахской и якутской кухни. В Ютубе есть. И там вот этот хан был, хазы была. Вот. Так, сейчас я... Да, Ника, а как этот жеребенка? Это ханнавари? Баранулы. Я покажу, как ты ладушки делаешь, поставлю эфир. Вот такой вот. Сегодня, кстати, у нас выходит этот влог с Шымкента. Второй влог. В Шымкенте кто-нибудь был, да? Вообще очень вкусно там. Ну и в Алмате вкусно, конечно, тоже. Мы такие, сейчас снег идет, и этот холодно как будто. Вот. Я думаю, вообще впервые мы такое делаем. Оно сохраняется, интересно? Сохраняется, наверное, да? Как влог. Где? Ну вот, варится оно в обычной воде 2 часа и уже готово. Это первое наше блюдо. Сейчас перейдем ко второму. Оно будет у нас сырое. На самом деле я очень скучаю вот по сырой рыбе. Вот этот гололед, еще хочу на рыбалку подледную. Вытаскиваешь, и рыба сразу такая замерзает, и ты ее кушаешь. Вообще супер. Вот. Рассказывайте что-нибудь, давайте пообщаемся.
Хотели бы вы попробовать такой хан? Вообще аппетитно выглядит или нет? М-м-м. Потом сохраните эфир, люди посмотрят, да и я немного отлучусь. Да, сохраним, ага. Обязательно. Как вам? Аппетитно или нет? А, так, ну-ка. М. Сейчас я пойду. Вот этот кусочек съем и пойду вытаскивать жеребенка. Ағылып жепті, пожалуйста. Спасибо. Вообще жестко вкусно. Вот это есть жир. Вообще нереально вкусно. Вообще вкусно. Ну, у нас же ребенок больше ценится, конечно, чем говядина. Мне нравится вот именно жеребячья колбаса. Нереально вкусно, ребята. Кишки. У нас еще есть суп из потрохов. Это как суп, который в Туркестане кушали. Там этот... Он такой... Там все кишки, короче. Тоже очень вкусно. Сейчас Ника принесет мясо. Я говорю, как раз на одного человека. Сейчас будем кушать. Как раз на одного человека вот этот хан, оказывается. Я же только ем. Вкусно. Все. Нету. Дальше. Мы берем мясо. Это сырая жеребятина. В якутской кухне вообще очень ценится вот сырое. Распаковка. Мама отправила мне мама отправила нам, оказывается, вот эти ребрышки. Они капец вкусные, ребята, когда их готовишь. Я вот впервые буду кушать. Если тут есть в эфире или когда мы сохраним, будут смотреть Сахала, вы можете критиковать меня и говорить, что ой, os так не кушают. Да, но я впервые, мне вообще никто не рассказывал, как его кушать, что делать. Делаем, что знаем, ребят. Но я знаю, но многие кушают, ойогос вообще ценится, я это знаю, он очень вкусный. Это жеребенок. Его обычно еще вот с печенью, как-то вот сало им делают. Те как-то вот классно делают и прям кушают. И некоторые просто берут вот так мясо и разрезают его. Надо еще соль, кстати. Берем соль. Снова вот так. Что делать? Йодированная огромная соль.
Да, у нас пластиковый этот поднос. Что в этом такого? Не-не-не, только делать, просто вот так. Мгм. Мясо. Берем и начинаем потихонечку разрезать. Она, надеюсь, мытая. У нас же этот идет, когда все замерзает, мы начинаем этот, у многих есть свои же ребята, и она начинает их, тухти, иде хелилерден тух болар на русском. Убивать. Ага. Короче, иде хелилер. Убивать начинает же ребят где-то вот, когда уже можно, когда холодает и когда можно хранить мясо на балконе. Потому что мяса очень много же бывает, и ну как бы все в холодильник, в морозилку не помещается. Вот мы делаем так. Так, берем тоненькие кусочки, разрезаем. Угу. Сахабыгава. Ну. Ребята, эксклюзивчик. Наверное, вы слышали о якутских ножах, да? Так, у меня руки прям жирные. Это мой якутский нож. Вот он вот так выглядит. Это настоящий якутский нож. Он отличается тем, что, ну, сейчас очень много же таких ножей, которые, ну, вот такие широкие, да? На самом деле, вот настоящий это мастер, который делает, специально ориентируется на якутских ножей. Такой, вот такой старый, короче, мастер, древний, он давно делает эти ножи. И вот этот нож у меня с 2010-го, что ли, уже 15 лет со мной этот нож. Ни разу не точили, а он все такой же острый. Итак, ага, сразу другое дело. Господь! Чара, Ника, ты будешь кушать? Попробую. Че, давай попробуем, Аннак. Итак, ребята, начинаем. Конечно, перчик, еген соль. Бутин, конечно, наргулахан. Ничего. Туз путулхан один день. Итак, вот так выглядит. Где камера? Вот так выглядит жеребенок. И об этом говорили. Всем говорю. Ника тоже сейчас впервые попробует. Чай, давай. Покажи свое лицо, как ты пробуешь. Иди вниз. Че, давай сверху. Как? Ну, да, я пень. Не могу. Нике не понравилось. Да, сырое мясо, говорят, как бы опасно, но у нас эти же ребята, они кушают только сено, никаких добавок нету, и это на морозе же. Ой, ну, испокон веков так кушали, короче. Ничего не случилось, поэтому мы продолжаем это кушать. Капец, вкусно! Я не рекомендую это повторять с другим мясом. Оно должно быть именно домашнее и из Якутии.
И именно же ребенок. Капец, ребята, оно очень вкусное. Еще восьмерка. Наверное, нежный хан. Да, хан был очень нежный, он такой, это же кровь вареная. А, вообще, вареная кровь, обожаю. Вот, на, вот так. Вот мясо. Мгм. Якутский нож. Мгм. Сочетание супер. Дяра-дяра-дяра-дяра-дяра-дяра. Берем так. Па-па-па-па-па-па. М. Очень вкусно. М. Он так хотела сырого просто. Мама рыбу не смогла отправить, потому что, ну, мало кто берет такую посылку. Это же прям замороженная, она должна приехать. И мама купила рыбу. Да, я хотела бы попробовать. Вот. Спасибо, Асболсон, всем, кто кушает, и мне. Мама купила строганины. И, ну, поскольку сырое только почти тоже я кушаю, Ника чуть-чуть кушает строганину. Она купила вот такие маленькие, небольшие, потому что его тоже строгаешь. И у нас, ребята, у нас холодильник вот такой, как кармашек, короче, он маленький. И мама сказала к февралю купить этот ларь и туда поместить всю вот эту жеребятину, которую она привезет, и рыбу. А рыба капец вкусная. Я говорю, Рахмет, Рахмет, Азбалсыни. И там, короче, рыба будет несколько. Я обычно угощаю. Беру с собой куда-нибудь там, к казашкам своим друзьям иду, там куда-то иду, показываю и рассказываю о том, что вот у нас в сыром виде кушает. И там, ну, мало кто это оценивает. Да, на самолете отправляют. Самолет кто-то забирает, и сразу там стыковка 3 часа, и багаж отдают, и еще термопакеты же у нас есть. Тут, кстати, мало термопакетов я видела. Все вот у нас весь Якутск завален вот этими термопакетами, туда засовываешь, и он как бы не тает. И все, конечно, в фасовочных вот таких пакетах обязательно, чтобы воздух не проникал, и чтобы все в целости и сохранности довезли. Было так, что даже мама умудрялась летом отправить, привезти с собой мясо. И я очень рада, что мясо тут как бы очень много же в Казахстане, оно вкусное. А как люди живут, другие саха живут там, в США, в Таиланде, где нет мяса. Тут у нас тут роскошь еды. Не знаю, как они живут, но вот до них тоже вот так отправляют, ага. И мама как-то умудрилась привезти тоже мясо, и оно и не испорченное приехало даже летом. Но загвоздка в том, что летом ты мясо как бы не свежее, прошлогоднее кушаешь. А вот то, что вот сейчас я ем, да, это убой этого года, примерно, ну вот всего месяц назад, короче, месяц назад, как сказать, убили. И, ну, вот так. Еще мы тогда, как баран, короче, жеребенок, как бараш, но вдвое больше курдык-пулу, да, Ника? Намного больше. Намного больше, да? 3? 3 раза больше, да, где-то? Короче, я была, когда вот единственный раз впервые я была на убое жеребятины, это было жесть. Это просто, ты просто стоишь и вот жеребенок, а я люблю животных. И просто берут и так головы, кровь пускают и начинает вот это все
И все это в снегу делается, и все это вот во дворе, и все там начинают отрезать это, отрезать то. И я вот это руку совала туда в кишки, вытаскивала там непереваренное сено было. Это было жесть. У меня до сих пор страх, но в любом случае, простите, вкусно. Вот так вот. Что еще рассказать, да? Я, кстати, этот қойдың басы кто пробовал? Голова барана. Кто пробовал? Мы же пробовали. Было вкусно. Мозги тоже кушали. Мозги вообще как куриный паштет были. Его не кушают, когда у тебя есть отец, ведь, но у нас нету. Ольген съели. Еще детям дают, оказывается, уши. Мясо якутское, особенное мясо, выращенное на свежих лугах и водопоев. Забивают зимой, чтобы сразу шоковое заморозку. Вот. Ника, слушай. Мясо якутской лошади, особенное мясо, выращенное на свежих лугах и водопоях. Забивают зимой, чтобы сразу шоковая заморозка. Очень вкусно. Лично мне нравится мясо чуть взрослой лошади, 3-4 годика. Да, оно, если на севере, оно же жесткое, нет? И вот хойдын басы, короче, мы пробовали, и там Ксюше давали вот этот... Мы давали ей уши, чтобы она была... Ой! Была послушной. И да? Оказывается, вот так части из головы дают, а ведь? Что тоже очень имеет сакральный смысл. Вот. Ого, Ника начинает готовить оладушки. Сейчас вы посмотрите. Расскажу про оладушки, что я знаю. Можете подправить в чате, если кто знает лучше, чем я. Вкусно, вкусно, ребята, вкусно. Заходите на чаек. Тем временем нет, не жесткое, зрелое, напичканное всеми природными. Прикольно. Классно тогда, если Главное, вот как-то я хотела что вкуснее, сырое мясо или сырая рыба? Лично мне сырая рыба. Ой, вообще вот этот чир. Я покажу, когда вот в феврале мама приедет. У нее день рождения 24 февраля, ей исполняется 60 лет. И она решила не делать вот такой большой юбилей. А зачем? Хочет быть рядом с внучкой. И вот она привезет рыбу. Мы обязательно сделаем стрим. И вот будем строгать с помощью якутского ножа настоящего. И мы будем строгать и кушать. Он вообще чир. Он же как его вытаскиваешь из-под подледной рыбалкой кто-нибудь, как не то чтобы занимался, пробовали подледную рыбалку, она вообще суперская. И там, короче, вытаскиваешь, и оно сразу шоковая заморозка, ее прямо пэм-пэм, там стругаешь, и она прям вообще вкусная, она прям очень вкусная. И мы очень хотим поехать вот на такую рыбалку, чтобы не маленькую рыбу, да, ловить, мы маленькую рыбу ловили, а пойти именно на чира. Вообще супер. Охота и рыбалка очень, очень развиты в Якутии. И рыбачат, очень много женщин, кстати, рыбачат. Рыбаки женщины, прям группа есть такая. Что еще? Сырая рыба вкуснее. Ну, по мне, да.
Но рыба, мясо тоже очень вкусное. Оно мне наконец-то напомнило, что такое кушать в сыром виде. Потому что я прям скучала вот этот вкус сырого. Это очень странно, потому что до переезда в Казахстан, да, до эмиграции мы вообще не кушали сырое. Нам предлагали и говорили, это же деликатес. Не, мы вообще не сырое. Фу, кощунство, вы чай. Переехали сюда, все вкусно, мясо есть, это есть, а потом все равно где-то в глубине души у тебя вот это сидит ген какой-то, я говорю, срабатывает, и хочется сырого. Даже не зная вкус этого сырого, ты хочешь сырое. Вот так вот. Так что, еще один кусочек, и, в принципе, все, я уже наемся. Мне же еще саламат кушать. Ника так вот 2 блюда сделали, Ника еще не кушала. Это на Новый год мама отправила, чтобы мы сделали, чтобы мы Новый год встречались с жеребенком. Хоть и есть поверье о том, что нельзя кушать символ года в Новый год. А что делать? Это жеребенок священная еда же, как это, на столе он должен быть. Мы подумали и будем кушать. Вкусно. Ну все, скажите спасибо мясу сырому. Вот такое блюдо у нас было. Сейчас я пойду отнесу и помою руки. Задавайте вопросы. Вообще очень вкусно. Ника начинает готовить уже. Bu sığdan kana kana bunu bırakalım da öyle. Nasıl? Bu. Bana bırakalım bunu da. Ne da güzel. На вес золота же. Ну, вот. Надеюсь, выглядела аппетитно, ребята. Я, короче, недавно скидывала, наткнулась на такой рилс, где девушка саха кушает печень. И этот отправляю. До приезда не размораживается. Не размораживается. Вот один раз мы разморозили, и все. И там девушка сидит, и там печень, короче, и она сидит и кушает вот эту печень. Все в крови. И я скидываю своим подругам, казашкам, говорю, вот так мы кушаем, говорю. Они в шоке. Так, пошла я. Покажу сейчас, как Ника готовит. И пойду. Весь ноутбук будет в жире. Вот такие оладушки, посмотрите. Сейчас. Видно? Вообще оладушки несут сакральное значение. Про них говорится, что мы их готовим, когда мы хотим благословение получить от наших богов. Многие же знаете, наверное, что саха – это все-таки тенгри, ведут тенгрианство. Даже если меня насильно крестили 4 года, все равно у нас двуверие. Двуверие. Вот в зале вы можете увидеть тоже якутский вот этот, как кыла, вот этот тух. Его вешают над дверью, чтобы злые духи не попадали в дом. И это все конский хвост. И из березы вот это вот украшение. И, конечно, у любого саха что должно быть? Конский хвост. И оно тоже вот у двери. Салимет сиздерме. Вот так вот. И вот эти оладушки
Они все готовят и просят у наших богов благословения, чтобы в дорогу, вот берут в дорогу или там, когда чувствуешь, что как-то ничего, что-то не получается, мы начинаем готовить вот эти оладушки. И есть мемчик такой, ну, как бы прикол такой о том, что саха в любой момент, саха в любой ситуации, когда что-то непонятно, мы сразу начинаем готовить оладушки. И оно как-то очень вкусно пахнет. И этот запах вот еды, запах оладушек, оно как будто вот тохтиллери, сахалыра техносепте. Ну, сытаваллахна биле хайыр бутта. Кадар еще байды кытта народна биле ваннак. Бем, сахалы да хатаны пеп. Короче, мой русский плохой стал тут. Да, растыра, не раз очищает дом, да, запах вот оладушек как-то очищает дом, как-то вот аура дома становится более светлой. Вот когда в любой непонятной ситуации сахалар начинает готовить оладьи. Мгм. И сегодня запах пошел, и оладушки вот эти мы будем кушать сейчас, ну не сейчас, а чуть-чуть позже, пока поговорим, да, пока повеселимся, мы будем кушать с саламатом. Саламат катох пары, Состав? состав саламата. Сливочное масло, молоко, мука, вода. Да, для саламата мы взяли сливочное масло, оно готовится на сливочном масле, молоке, вода и мука. Ты должна была показать, как готовишь оладушки. Давай, подожди-ка, давайте я покажу. Вот, ты смешала что? Молоко, вода, яйцо, мука, соль, чуть-чуть соды. Все. Такие красивые оладушки, вон, посмотрите. Я потом покажу свои, ребята. Ух ты. Вот, пожалуйста. Ну, как баушсаки. Ну, чуть другие. Запахи. Выглядит вкусно, пишут Ника. Да, спасибо. Сейчас руки помою. Я сейчас хочу показать оладушки, которые готовила я. Почему сегодня Ника готовит? Очень вкусно. Сейчас я покажу. Пока сейчас первая партия будет готова, я покажу вам она какая. Сейчас я хочу пойти за телефоном. Вот так, ну, вот такая квартира у нас. Тут мы работаем. Работаем мы из дома, онлайн. Вот стул, на котором 2 компьютера. Ага. Елка. Диван. Угу. Наши книги. Вот, пожалуйста. Вот это Никина скульптура. Книжки, которые читаем. Конечно же, Бекки. Вот. Мы ее тоже привезли из Якутии. Ой, такой плохой характер у таких кошек, которые породистые. Надо было брать обычную. Ну, а что делать? Уже взяли. 7 лет уже она. И вот такие оладушки у Ники. Сейчас показываю. Почему она готовит? Да, я учусь. Вообще, на самом деле, если бы мы были нормальны, джиннях сахалар, нормальные вот джиннях, которые настоящие сахалар, они всегда, ну как, нету ни настоящих, но в любом случае большинство сахалар берут с собой оладушки в дорогу, чтобы благословить путь, попросить благословения у наших богов, у Бога. И у Бога земли, и кладут туда оладьи. 3 штуки оладий. Первые 3, вот, которые сейчас выйдут, Ника положит, ну, как бы другую. Короче, первые 3 оладушки, они предназначены для чего-то другого, для того, чтобы вот этот по дому там раскидать, да, чтобы на углы, чтобы очистить ауру дома. И вот мы должны были с собой тоже оладушки брать. И я, конечно, тоже перед поездкой в Туркестан и в Шымкент
попробовала сделать оладушки. Вы же посмотрели, да, как выглядят оладушки у Ники? Давайте еще раз. Вот первая партия вышла. Вот она стоит, готовит. И вот как они выглядят. Какие красивые, да? И все так спокойно. И вот видите, вот сковородку чистая такая, да? Сейчас я покажу, что со мной было. Я хотела тоже подготовиться к Туркестану. Вот мои оладьи. Ужасно, да? И вот как они выглядели. Это ужасно же. И вот как они выглядели в сковородке. Такие неаппетитные. И там сторис, короче, мне... Ну, я же по рецепту все делаю. По тому рецепту, который скинула Ника, но почему-то у меня вот такие. И поэтому мы не взяли такие оладушки в Туркестан на дорогу. Как вкусно выглядит. И мне там написали, что оладушки вообще страшные. Вообще не очень. Но это были мои вторые оладушки. Я все равно, ну, как бы стараюсь, учусь, можно сказать. Так, Каскивари. Каскивари, да. 18 человек, кстати, есть. Да? Вот, и этот... Ой-ой-ой, мамочки. Ага, вот такие вот у нас дела. Так, сейчас у меня тут написали, оказывается. Рассказывайте, какие... Выглядели эти оладушки вкусно? Нет, не выглядели. Давай, сейчас попробуем. Никины оладушки. Та-ра-ра-тан. Ага. Налаживаем. Да. Спасибо. Сейчас будем кушать. Привет, я ваш подписчик из города Балхаш. Теперь в какой город планируете путешествовать? Мы хотим вот в первом квартале, да, после Нового года. Ну, конечно, вот после того, как в первом квартале чуть потеплеет, в марте мы хотим поехать в Актау. Ничего так оладушки, видно же, тесто нормальное, пышные, только вот форма не получилась. А, мои, да. Вот такие оладушки у Ники. Аж вкусно. Вкусные. Форма, ага, форма страшная была у меня. Они как солнце. Для нас солнце это тоже имеет сакральное значение. И на нашем флаге вот тоже солнце. Мы спланируем следующее путешествие в Актау. И с Актау мы поедем в Баку. С Баку до Тбилиси, да? До Тбилиси. Из Тбилиси. Может быть, Ереван. Может быть Ереван, да? Армению хочется увидеть тоже. Ну, следующий Актау точно, Нам очень понравилось ездить вот так внутри страны. Это же жестко классно, вы представляете, да? Потому что до переезда сюда мы как бы, ну, тоже большинство улусов увидели, посетили. Лично я 25 из 32 улусов увидела, ну, посетила. Но там, знаете, все на машине. Мы с Никой ездили все вот везде на машине. Только до Тикси я была на самолете, и все. Там нет поездов. Вот есть железная дорога до Нижнего Бестяха, но это с центральной России. Туда как бы по всей республике нашей ты не проездишь на поезде. А республика наша, она чуть больше Казахстана, и это, ну, она еще северная же, и как бы дороги тоже
то есть, то нет. Где-то дороги есть только зимой, то есть туда летом вообще не соваться, да, а есть вообще там, где только летом есть. Вот и не поймешь. И мы, в принципе, большинство вот этих улусов увидели, вообще супер там. Знаете, что есть еще Тамбонский район же, вот в Хандову мы, горы, вообще суперские горы, тоже как здесь. И получается, мы очень хотим познакомиться со страной, потому что мы понимаем, вот мы же начали делать ВНЖ, Ника подала заявление. Мы все равно же здесь живем, мы здесь работаем, учимся, живем и уже планируем дальше, ну, пускать корни. И получается, что перед тем, ну, как бы делая это, все равно Алмата – это не весь Казахстан, и по Алмате нельзя судить про Казахстан. И хочется увидеть всю страну, познакомиться с ней, где какие вот свои какие-то культурные отличия, да, вот менталитет какой, вообще вот иметь представление о городе, например, ага. Юг, север, запад. И нам очень понравилось. И вот в Туркестан, Шымкент мы сняли. В прошлом году мы были в Шымкенте и ездили через поехали в Узбекистан через Шымкент. Но в Шымкенте мы как бы посетили только зоопарк. Он суперский, он огромный. Вообще, Ксюша была вообще в шоке. В Бурабей съездите, там тоже красиво. Классно, хорошо. И получается, и мы открыли вот такой вот марафон по городам Казахстана. Мне, например, очень интересно, Нике очень интересно. Мы любим вот этот процесс процесс пути нравится, да. И вот этот путь, который идет, путешествие должно быть не просто вот села и вылетела, да, а оно должно быть как-то вот путь вот этот классный же, сам процесс. И это тоже мы вот поехали же на машине до Якутска. Это тоже мало кто так может сделать. Это сколько? 6700 километров до Якутска. Мы могли бы доехать за 7 дней, но мы по пути работали и 9 дней за рулем. 9 дней. Будем знать хорошо, на севере Казахстана, может, как-нибудь рядом с каким-то городом и туда съездим тоже. И вот, смотрите, и вот этот процесс пути, он очень такой, ну, интересный, может, только для нас. И поэтому хочется вот как-то не просто такой, не самолетный, не такой пляжный отдых, да. Поэтому в Актау, да, следующее точно в Актау, а потом уже будем дальше смотреть. Очень хочется вот Уральск, Семей были, этого нету, к сожалению, в Ютубе тоже как-нибудь их снять бы. Было классно. Что еще? За этот год, оказывается, у вас похоже, как наш Баурсаки. Да, ну вот единственной оладушки, наверное, только, а вот круглый, как Баурсак, нету. Как Баурсак нету бы А там? Баурсак состав какой? А у Баурсаков состав какой? Хорошо бы вот попробовать приготовить, да? Угу. И в следующем году, наконец-то, мы съездим. Ну, путешествие все равно очень хорошо разгружает, оказывается. Потому что давно такого не было. Вот. Вот такие вот оладушки. В Баурсаке составе что? Напишите, пожалуйста. Может, есть такое. Мука, дрожжи, молоко. Разбавляем с водой и соль, и сахар, чтобы был вкус. Молоко. Без яиц, да? Без яиц. У нас без дрожжей. У нас без дрожжей. Получается, благодаря дрожжа единник то круглый болар, да?
Когда я впервые попробовала баурсаки, это было капец вкусно. Нет, где такого? Чего? Ну вот дрожжи, как баурсаки. А, Нету. Надо попробовать сделать это. Ну, очень вкусно было. Еще принесли вот этот медовую сметану. Что еще? У нас же, знаете что? Раз уж сегодня мы разговариваем про еду, да? У нас же есть вот такой подкаст. Я сижу. Это интересно. Кринж. Есть такие шорсы. наверное. Мгм. Да. Сейчас я покажу, где мы кушаем. Это обычная бытовая какая-то же. Где кушаем? Ее тут не хватает как будто. Вот с черепом. Давай сюда положим. Рядом со мной поставили, да? Вот такой подкаст есть, да? Там, где еда казахская и якутская. Это очень вкусно. Хороший хан, чир, оленина, строганина, жеребятин, где можно купить, посоветуйте, пожалуйста. Сейчас скажу. Да, вкусно, вкусно. Это мы с друзьями кушали, снимали влог. Тебе надо было снять этот подкаст перед аскезой. Сейчас. Хайрлы Кин, хөрмәтле достар, Зюбинен, Тюбидоктор. Сегодня у нас продолжение Прикиньте, да? нашего первой серии нашего Да, подкаста. видел ваш подкаст, мне нравится. Ой, спасибо большое, как приятно. Я там вообще 90 килограмм вешу, бедохто. Хороший хан, оленина, строганина, жеребятину невозможно здесь купить. Здесь нету. Раньше бырпах продавали, сейчас тоже. Заметьте, Чир продают. чир продают, но он же должен быть выловлен там. То есть его нельзя кушать сырым, чир, который здесь продается. Нет, там она гамлёдна. Да? Сахалар продают, да? Я не знаю, оказывается, сахалар продают так, но это где в телеграм-группе, да? Короче, есть телеграм-группы, десерты какие любите. Ой, много десертов я люблю. Короче, есть телеграм-группа, называется Сахалар в Алматы, да? Ну, я вышла оттуда, очень много флуда было, поэтому... И там вот Сахалар в Алматы, там было вот... Там продают строганину. Можете найти, так и называется. И там еще раньше продавали бырпах. Но сейчас, по-моему, нет, да? Или продают? Кто-то продает, походу, бырпах. Это вот молочное вот. Это как кумыс. У нас же тоже есть кумыс, но бырпах, он газированный, и он такой... Ну, он прям этот чем дольше он настаивается, тем крепче он становится и дает в голову. И вот этот бырпах, короче, постоянно бьют. Это, ну, прикольно. И там классно то, что ты от него не пьянеешь. Какие десерты мы любим? Ну, Ник особо не любитель десертов, а я люблю. Я люблю десерты. И вот мы же даже, у нас же кондитерская студия была, Бетахто. Сейчас я покажу-ка. Я люблю торты, медовый торт, обожаю медовый торт. Вообще, вот это все, еще вот этот, я люблю косичку. Есть же вот домашний бисквит, фирма есть, и там косичка фисташковая. Ой, вообще обожаю. Ну вот у нас кондитерская студия была. До того, как мы переехали, мы его продали. Вот видите, Ник стоит. Прикольно, да? Вот мы, короче, его продали, и вот командой 7 лет мы ее развивали, потом ну и пришло время прощаться. Очень сложно вести бизнес. Я проводила мастер-классы, проводила обучение всякие онлайн, офлайн. И 7 лет мы ее развивали, но потом после того, как объявили войну, мы его продали. И все, и с тех пор мы
Не занимаемся тортами. Я имела в виду в городе Якутске, у кого где можно купить якутские продукты хан, строганина, ленина и чир. Ой, даже не знаю. Вот он крестьянский рынок. Кондитерский бизнес, он в Казахстане можете открыть кондитерский. Ой, вообще, он очень сложный. Он вообще, сердце болит, когда вспоминаю это. Прям очень сложно. И постоянно вот эта задача такая, чтобы постоянно вот вот техкарта, да, состав, он должен быть идеальный. Вот посмотрите, какую красоту делали. Это они вот Ника делала. Посмотри, это кальян, это торт. Круто, да? Вот так вот. Талантливый человек, талантливый сон. Вообще супер классное время было, но пора расти, пора делать что-то другое. Ну вот. Ага. Прикольно, наши кондитерские делали тоже девочки. Вообще суперские. Вот делали вот таких динозавров. Это все мастика, это все ручной работы, это все съедобно. Вот Катыягин делали. Классно было. И все это вот началось с того, как мы же работали бухгалтерами, и как-то хотелось свой бизнес открыть, уже не зависеть на зарплату, потому что зарплата была 150 тысяч тенге в месяц. И «Титаник» даже делали вот. И эта зарплата вообще не отвечала. 7 лет я сидела бухгалтером. Даже в честь ковида делали торт. Вот, талант пропадает, дилер Ника. И как-то Ника сказала, давай кондитерскую сделаем. И мы сделали кондитерскую, начали вместе вдвоем делать на дому. Потом как-то все выросло, как-то потом студия, кондитеры, и как-то вот все пошло-поехало. Но после того, как начались вот эти военные действия, все равно кризис ощущался, и вот те продукты, которым ты пользуешься, да, должен пользоваться, его не бывало в России. Оно еще Якутск находится, оно же островное такое, и раз в 2 года, то есть в 2 раза в год бывает распутица, там же моста нету. Из-за этого ты вот вкладываешься вот в это сырье, да, берешь в долг, кредит, вкладываешься, заказываешь с Благовещенска, сливки, вот этот творожный сыр, все продукты заказываешь, распутится все, и там у тебя все остается. И все, и внутри вот этого города ты не можешь ничего сделать. Это просто жесть, это постоянное, вот ты зависим от этих продуктов. И вот я не знаю, как сейчас делают, да, девочки, ну, это просто жесть какая-то. Вести бизнес, вот тем более еще в Якутске, очень сложно. Если бы вы не говорили, что вы из Якутии, я бы подумала, вы казашки. Мен казахи, емеспін, да, путают. Тем более после блефаропластики все такие, ой, казахша! И блефора я сделала, потому что вообще, оказывается, не очень плохо видела. Мне так намного лучше. Так спокойно открывать глаза, так, оказывается, легко. У меня такие нависшие веки были, оказывается. Они такие большие, жирные были ведь. Вот. И сложно вести бизнес с Якутии, с Якутска. Вообще сложно. И кондитерская же не была единственным проектом. Еще там вот этот был, как его там, кальянный бар был, доставка роллы, суши было. Тем временем вот, Ника, у тебя пропадает талант. Ваш смех тоже нравится, искренне. Спасибо большое. Ника готовит, какие красивые. И очень сложно было вести этот бизнес. И хорошо, ну и сейчас мы занимаемся тем, что продаем свои знания и внедрением вот отдел продаж, вот это все намного легче, потому что ты теперь делаешь бизнес, чтобы зарабатывать, нам надо было всегда иметь с собой сливки, муку, сахар, творожный сыр, чтобы идеальное электричество было, идеальная частота. А сейчас, чтобы делать деньги, нужно просто сесть за компьютер и начать это делать, просто внедрять вот это все. Вот. Ну и все. Так что
Вот такие дела, ребята. Еще спрашивайте, у кого какие вопросы. Я всегда говорю, что умею готовить блины. Для этого в первую очередь нам нужна мама. Ну, мама, да, ну, видите, вот Нику мама учила готовить, да, а меня нет, к сожалению. Потому что ее тоже никто не учил. Тоже сложно. Вот так вот. Интересно, кольца и Каенды, да, мы были, кстати, там вообще красота. Мы несколько раз были там. Вы вообще в Чарынском каньоне же были 7 раз, да? Очень много раз были вообще. Там очень красиво. В Кольцае были, в Каенды были, по-моему, 1 раз. Один раз. Один раз очень сложно было попасть туда. И в Каенды были. И это тоже надо отснять и в следующем году тоже на память, чтобы осталось. В Кольцае вообще красота, мама тоже была. Короче, каждый раз, когда вот приезжает кто-то, да, из близких, мы берем машину на прокат. И берем машину на прокат и уезжаем. И Ника за рулем. Каждый раз Ника за рулем. И это просто сердце болит. Постоянно за рулем. И потом мы спускаемся на Чарынский. И там, получается, тоже ходишь. И прикольно, классно. Пока в этом году мы взяли паузу, за 2 года очень много раз ездили, всем показали. Надо тоже отснять его на YouTube обязательно, потому что это одни из самых крутых достопримечательностей Алматы же. Вот. Ну что, пухты. Мы почти. После этого саламат, да? Саламат как делается? Расскажи, пожалуйста. Миски надо было. Да? Но мне надо помыть, наверное, ее. Можешь стоять. Да, могу помыть. Там очень красиво, реально красиво. А ну куда поставить? Я хочу чай. И еще. Вообще, куда вы? Из каких городов вы вообще здесь? Любопытно. Напишите, пожалуйста. И какие города вы вообще, какой город посещать? Вот, например, Туркестан, Шымкент, конечно, это же юг, хорошо бы их посетить летом, да, вот ближе. Вам надо устроиться на работу гидом, ваша речь очень профессиональная и грамотно говорить. Ой, спасибо, впервые так сказали. Спасибо огромное. И я понимаю то, что надо летом ездить, да, или ближе к весной, потому что там очень красиво, осенью тоже, но получается, что нам очень хотелось вот как-то вырваться из рутины, освежить мозги. Да, и мы в Шымкенте были в мае, и тем более очень хотелось увидеться с Гульданой. Гульдана же вообще там так классно нас встретила, и как-то вот этого хотелось, чтобы... Когда, оказывается, мы поняли, когда тебя встречают в другом городе, и вот говорят, туда ездим, туда, и у тебя впервые за долгое время мозг просто расслабляется. Мы сколько уже, 3 года как переехали, и постоянно вот все равно, да, классный город, классные люди, и все равно ты в тревоге какой-то, потому что, не то чтобы в тревоге, да, а всегда нужно думать, что где-то здесь, что-то здесь. Короче, постоянно вот когда бытовые только-только начинают закрываться, да, вот эти потребности, все равно думаешь, и только сейчас мы после 3 лет начинаем вот как-то чуть-чуть приближаться к той жизни, которая была. Это вот 3 года вот в такой беготне. И получается, когда мы приехали в Шымкент, впервые за 3 года мы ощутили вот когда мозг расслабляется, и как будто ты приехала к родным. Там в Якутске же мы полностью тоже расслабляемся, уже все уже
Ты понимаешь, что тебе не надо думать за продукты, тебе не надо ничего, ни о чем думать. Тебя привезут, отвезут, тебя вот мамочки там уже все там соскучившиеся, да, братья, да, все сделают. Я дома вообще даже себе кофе не наливаю, мне вот все братья делают, мама делает, потому что они таким образом показывают, что скучали. А здесь это не так же. И в Шымкенте мы, ну, и лично я это ощутила, и мне было так приятно вообще. И так, и ходишь там, выезжаешь из гостиницы, и там уже машина ждет, уже Гульдана говорит там, туда поедем, сюда поедем, она уже все решила, все это, и ты так просто расскажешь, просто слушаешь и наслаждаешься моментом. Вот так было. Я из города Балхаш, живем рядом вот Балхаш надо, короче, у нас тоже красиво, летом приезжайте. Мы Балхаш в целях есть, он есть, и там вот мы должны туда поехать, да. Приезжайте летом уже. А рядом с каким городом он стоит, кстати? Город Балхаш, озеро Балхаш. Да, мой ИИ выгодно. Его надо этот отключить. Вот. Так. Гамбо, привет, потом отвечу я на стриме. Ага. Балхаш в списке есть. Актау холодно не бывает практически, температура там ближе к Шымкенту. А, да? А почему? Актау, мы же в Актау собираемся. Каково интересно там? Там снег падает, да? Вот все говорят, то, что в Актау очень теплая зима. Вот тут в Алмате стало холодно. В Алмате, конечно, этот воздух зимой, ага, начинает как-то, ну, не очень. Я только-только начала это замечать, но все равно, а что делать, да? Он такой, в Актау ветра зимой и летом. Снега нет в Актау, если с утра снег, то к обеду нету. Тут снег уже полностью выпал, тут такая красивая зима тоже, но вот единственное, что огорчает, это воздух. Потому что прям вот солнце, и бывает иногда так, что солнца вообще нету. Для вас, наверное, наша зима как лето. Вот. Да, есть такое. Первые годы мы вообще там, вообще так легко, почти голые ходили. И когда вот минус 20 наступило, да, когда вот начали там, ну, актированные дни, там не учатся, Ксюша не учится, да, на работу не надо, потому что холодно, вообще нереально холодно было, дома холодно, на работе, в офисе холодно. И для нас это было прикольно, потому что это как напоминание о том, что ты на севере. И мы же зимой там, получается, что в минус 50 даже, да, когда я была ребенком, я шла на курсы домры, я на домре играю, и там шла в музыкалку и покупала себе мороженое. То есть мне мама давала только проезд, 5 рублей, 5 рублей стоил проезд на автобусе, и 5 рублей стоило мороженое. И я вместо того, чтобы поехать на автобусе, я шла пешком и покупала за эти деньги мороженое и кушала его на улице. То есть это было вообще супер круто. На улице минус 50, тебе нереально холодно, и ты кушаешь мороженое, покупаешь его, кушаешь мороженое на улице, и внутри тоже холодно. И как маркетолог, вот я знакома с одним маркетологом, она говорит, то, что Якутия единственный регион, где продажи мороженого не падают, да, ни летом, ни зимой. Прикол, да? Вот так вот. В Актау из самолета или с поезда выходите, первое это морское. Вау, вот так круто. Ну, в Актау, наверное, на самолете мы поедем, и оттуда хочется вот на пароме туда. Канетай, Баку, да? Ага, Баку. И вот это вот холода очень хочется, и поэтому мы хотим поехать в Аймикон в следующем году, в декабре где-то, да, и там отпраздновать, ну, как бы не там отпраздновать, в Якутии отпраздновать Новый год и в Аймикон поехать. Моя мечта вот посетить северные улусы, потому что из северных улусов я видела только Тикси, это Булунский район, там вообще зимой
постоянно светло. Это я зимой, осень. А, нет, зимой постоянно темно. А я ездила летом, а летом постоянно светло. Это просто с ума сойти можно. В Актау, если не ошибаюсь, что-то там готовят бишмарбак из рыбы. Кстати, такое рассказывали в Ютубе, когда мы посещали Байкал и т.д. А в Актау там бишмарбак из рыбы делают. Надо будет обязательно снять это. И тут, и получается, вот в этом обязательно возьмите тур по области, по Мангистаускай области. Тур. Интересно. Сейчас, подождите-ка, запишу. Я использую Notion. Угу. Я пока просто создаю. Ага, и получается там в Тиксе там вообще полярные ночи и полярный день. Тур дешевле, мне кажется. Ну, там, когда прибудем, наверное, тур покупаем, да? А на берегу моря на скалах, там есть фиш-бармак называется, Ника, и шашлык из рыбы. Окей. Так. Фиш-бармак. Ух ты! Давайте покажем. Фиш-бармак из рыбы. А ючи, да. Вообще Казахстан сам такой очень колоритный, оказывается, разный. Вот такие оладушки получились. Вкусные, вкусно пахнут. Можете в Ютубе посмотреть видео про фиш-бармак. Окей, круто. Надо бы его еще отснять. Что оценить? Фиш-бармак. Было бы круто. Вот. Ну что еще, ребята? Что мы делаем? Классно, как хочется оладушка. О, классно, как хочется оладушки, Виллер. Придет время, когда все будет хорошо у вас. Да, я тоже надеюсь, обязательно, ну, знаю, можно сказать, обязательно так будет. И, в принципе, за 3 года мы уже, можно сказать, наконец-то пришли к тому. Ну, не пришли еще, не пришли, я не скажу, что пришли. Почти пришли. Оказывается, я в последнее время начала задумываться о том, что, оказывается, это очень сложный процесс иммиграции, потому что вот это только сейчас начинаешь успокаиваться, потому что первые 3 года были вообще жесткие. Ну, конечно, классно, когда ты приезжаешь сюда, и у тебя свобода. Свобода действий, свобода. Прикиньте, вот мы заходим в WhatsApp просто. Мы в любой момент можем зайти в WhatsApp, мы в любой момент можем зайти в Instagram. Благодарите за это. Потому что там невозможно, понимаете? В Шымкенте, в Туркестане казахи очень добрые и гостеприимные. Да, мы это поняли, увидели вообще такие... Ну, казахское гостеприимство, об этом даже говорят же. Вообще классно, как себе на родину ездили. Ну, это и... Так, вообще, приехав сюда, мы почувствовали вот эту свободу. Она такая пьянящая. И ты как бы... И ты не можешь... Как-то... И к этому ты привыкаешь и уже не соглашаешься на что-то меньше. И я очень рада тому, что когда-то мы все-таки смогли переехать. И там сортов много. Сортов много. И как хорошо, что мы все-таки переехали, все-таки сложно. И у Ксюши же артрит тоже от холода, вот это все, болезни, вот это. Когда Ксюша холодно, она обязательно вот 1 день просто не ходит. Она просто не может встать с кровати. И нам как-то врач сказал, что надо, короче, переезжать на юг. Привет из Аймякона. Туристы обычно приезжают сюда в марте во время фестиваля «Полюс холода».
Привет из Аймикона, Крымитю. Аймикон – это столица холода. Ребята, если вы не знаете, Аймикон – это вообще находится на севере. Мы собираемся туда. Но это мы… А когда лучше Ну, мы собираемся туда зимой 26-го года. Ага. Моя мечта посетить Аймикон, потому что там было зафиксировано минус 72 градуса. Самые холода, когда вот Аймикон, пожалуйста, на связи. Аймикон, слышите меня? Я побывал по всему Казахстану, казахи везде добрые и гостеприимные. Да, действительно так и есть. Я плюс 1000% к этому. Кстати, Сахалар тоже отличаются тоже своей гостеприимностью. Скажу, ну, может быть, мы за счет того, что северные чуть-чуть такие, может быть, да. Но про меня постоянно говорят, что я шымкентская. Ага. Но Сахалар тоже очень гостеприимный, очень. Ну, это у нас у тюрков так, походу, да? Так, я побывал во всем, ага, особенно в Туркестане. Мы тоже рады, что вы живете у нас в Казахстане, мы всегда рады. Спасибо огромное. Вообще, мы просыпаемся и каждый день благодарны тому, что мы 3 года назад переехали, осмелились, взяли кошку Ксюшу и все продали там и прибежали. Каждый день мы благодарны тому, что мы здесь живем. Благодарите и вы, потому что вообще свобода чувствуется, она другая, она запах другой. И мы, конечно, очень любим свою страну, ну, свою республику очень любим, вообще нереально, но все-таки хочется, вот, чтобы жизнь была комфортной. Ага. Так, самая красивая природа в Восточном Казахстане, горы Алтай. Ой, я очень хочу это увидеть. Наши братья и сестры из Саха пишут, да, Сахалар немножко сдержанные, но когда мы растопить нас, мы очень нежные. Самые холода январь, февраль, дерника. Ух ты! Мы, короче, решили, в декабре 26-го мы хотим показать нашим зрителям, у нас же все-таки 73% это зрители из Казахстана, и, конечно, мы хотим, все равно на ИСЭХ поедем летом, все равно это же священный праздник, и мы хотим показать летний Якутск и зимний Якутск. И вот в декабре мы поедем в 26-м году домой, в Якутию, и как раз январь тогда в Аймикона Витникайстаган. Так что Анна Сивцева, 8758, ждите нас. Аймикон. Вообще жестко любопытно, что там, как там вообще. Так, Алтай, ага. Сахи – это наши предки казахи. Кстати, да, так вот есть теория же об этом. Алтай, Восточный Казахстан рекомендую посетить летом. Да, вот летом, кстати. И сказали то, что за город поехать, там вообще супер круто будет. Так, особенно Катон, Карагай, там очень красиво. Девочки, какие вы талантливые. Спасибо огромное. ИСЭХ в Алмате тоже бывает. Да, он бывает, он ежегодный. И, кстати, ребята, в 26-м году в мае у нас же есть влог вот про ИСЭХ вот в этом году, который был, и я там сказала, если видео наберет больше 50 лайков, я пойду и буду соревноваться в масс-рестлинге. Видео набрало 200 лайков. Господь! И поэтому я буду соревноваться в мае, поэтому приходите! ИСЭХ проводится обычно в конце мая или в начале июня. Вообще у нас в Якутии он проводится в конце июня, но поскольку здесь жесткая жара, начинается он проводится в конце мая, в начале июня. И там, ну, в сходим.com выходят билеты. В прошлом году выходил, в этом году выходила, нет, не знаю. Но он проводится, он классный, приходите, он для всех. Ну, как бы это как фестиваль, вход там бывает сколько? 6000 тенге, по-моему. Кто хочет, приходите. Мы там будем обязательно, можете покушать. Вот у нас там каждый тюгюльке называется, да, у каждой из компаний свои тюгюльке будут. У нас тоже будет в следующем году тюгюльке.
И там вот, когда приходят гости, ты обязан всех угостить. И в прошлом году Ксюша ходила, у нас не было тюльга, мы просто взяли и сели на землю. И Ксюша по всем знакомым ходила, и ее угощали едой. Потом она нам приносила. Так, вчера в Якутске минус 41 было как минус 50, очень холодно, туман густой и холодно. А почему нереально холодно? Ага, минус 50, вот ощущается же есть вот этот минус 50, когда жестко туманно, и там через 2 метра ты ничего не видишь, там просто нету ничего. И вот машины, они вот этот стоят же на стоянке, и там вот эти колеса обмерзают, и они становятся чуть ли не квадратными. И все, и ты едешь вот так, жесть там. Я всегда смотрю у вас, я тоже рада, что вы переехали. В Астане были? Да, спасибо огромное. Да, в Астане были, но были мы так, Тугунанде. Мы по работе были 5 дней в Астане. Зимой это вообще... Там жестко ветрено. Кстати, после землетрясения очень многие уехали в Астану и сказали то, что вообще классно. Астана это супер, да, супер. Мне очень понравился этот город тем, что, ну, такие красивые здания, вообще жестко красиво. Очень похож на Якутск, который будет, может, в каком-то будущем, да. Он очень красивый, северный, он очень прям воздух такой свежий, и ветер жесткий. Ветер вообще. Я тогда еще курила айкос, и вообще, и там нету ничего, короче. И потом, ну, запомнился ветром. Потом мы вот проездом, когда с Омска ехали, тоже были день в Астане. Нет, несколько часов. Чуть-чуть успели только, там пробки были. Очень хочется посетить Астану нормально, чтобы нам сделали вот экскурсию, там, чтобы вот Астану запечатлеть хочется. И мы поднимались на какой-то 25 этаж, ресторан, что ли, и там вот этот, мы видели вот, и вот город как на ладони, Байтерек, вот вообще нереально красиво было. До Гехна на Урус можете тренироваться на Архан-Тарту. Это как масс-рестлинг, да? Масс-рестлинг – это перетягивание палки, и там вот девочки, мальчики соревнуются между собой. Астана север не так далеко от Новосибирска, можно уехать на такси. Да, кстати, на казахи не предки, ДНК разные, ну, не знаю, мы все тюрки, я считаю. Воздух свежий в Астане сибирский, ветер продувается со всех сторон. Да, кстати, воздух, он, ну, после Алматы, конечно, он, потому что в Алмате все равно загазованность жесткая. Я, оказывается, не замечала вот эту загазованность, потому что все 3 года мы были на стадии выживания. Почему вот этот YouTube-канал вообще появился? Потому что это наше хобби же, и как-то уже мы как чуть-чуть расслабились, и как-то хочется запечатлеть вот эти красивые, вот красота происходит вообще вокруг нас, я считаю, где бы ни находились, и хотелось это запечатлеть, и вот энергия появилась. А до этого мы всегда вот в этих бегах. И я не скажу, что мы из этих крысиных бегов как-то вышли, ну почти, но все равно, но это уже лучше, чем первый год, который был. Даже, ну не сказать, что первый год какой-то сложный, но все равно эмиграция – это когда вот ты делаешь то, что тебе вообще непонятно, вот так вот. И теперь делаем, Ника начинает делать саламат, давайте. Ага, Ника, рассказывай, пожалуйста. Сливочное масло растопила, добавила муку, потом молоко и воду. Все. И просто перемешиваешь, да? Ага. Ага. Тоқтан микроволновкадан оны қалдырған еді. Ага. Так, иду за водой с микроволновки. Ксюша сегодня пошла работать. Ксюша подрабатывает бебиситером, нянечкой. У нее тут клиенты есть. Клиенты. И она смотрит за их детьми. Пока они отсутствуют, она не только смотрит, она еще... Бубар, пухты. Она вот с ними играет, уроки делает. Ну, как этот гувернер. Пожалуйста, можно рецепт саламата и оладушки. Угу. Ага, сейчас напишем. Ага, если я поеду в Яку, я, наверное, сразу умру от холода. Нереально холодно. Я вот всегда агитирую людей. Вот смотрите, как наливает.
агитирую людей посещать Якутию зимой. Летом там плюс 40, зимой минус 50. Это вообще супер круто зимой ездить. И когда вы поедете зимой, обязательно переодевайтесь в самом аэропорту. Мы таким образом, когда не переодеваетесь, вы ты же это как-то ботинки порвала Ника. Она просто вот 5 минут там нужно было пройтись даже не 5 минут, там 3 минуты, наверное. Она вышла с аэропорта и 3 минуты до машины, до автостоянки, и все, там ботинки порвались. Подошва порвалась, вы понимаете? Так, рецепт напишем. Ага, добрый день, Лена и Ника. Смотрю, у вас очень нравятся позитивные такие. Живу в Хабаровске, сама из Нерюнгринского района. Привет, Нерюнгри. Мы же через Нерюнгри поехали и вообще не смогли отснять вот этот город Нерюнгри. Да, мы там вообще несколько раз были. Вообще такой широкий, красивый город. И в Хабаровске мы были, кстати. Да, Ника занималась не занималась как хобби. Для себя перегоняла машину, короче. Вот. Наши скифско-сикские балбалы стоят от Саянов. Вы очень позитивные, заряжаете энергии. Спасибо огромное. Спасибо, периодически косы. Так, Ника такая спокойная, сама по себе скромная. Ну, это да, такой человек. Угу. Спокойный. Спокойный. Да. И у вас будет свобода, придет время. Ай, хорошо было бы вообще, если честно. Архан Тарту это тянуть канат тянуть уже. Капец. Мне надо начать заниматься. Я же занималась боксом, от души делала все это, да. Но потом я сделала блефаропластику и все. И как и нельзя заниматься спортом, пока не придет в норму, потому что это вредно же. И поэтому бокс сжег, сижу, кушаю. Мы кочевые тюрки, казахские, очень посильный народ, наш пред. Угу. И получается, мы были из-за блефаропластики пока приостановилась спорт и стараюсь как-то кушать нормально. Но вот этот спорт я должна все-таки сделать, все равно поучаствовать в масс-рестлинге и хотя бы занять хоть какое-то место. Ну, в принципе, если заняться, то я могу, я хорошо, не из слабеньких, сразу скажу. Просто надо заняться питанием, надо заняться своим этим спортом, но самое главное это с головой, я считаю. И получается, вот тут, короче, мы живем в доме, в котором слышимость жесткая. Такое чувство каждый раз, когда соседи открывают свои двери, как будто открывают наши двери. И от этого аж страшно становится. Не смогу уснуть, запах ваших оладушек разбудил. Я люблю кушать любит меня. Так, саламат. Почти все. Как мы и планировали, ребята, около 2 часов стрима. Джаред, сейчас покушай. Вот такая консистенция. И приятно то, что я сегодня вам смогла рассказать, чем мы занимались до отъезда, до эмиграции, до того, как уехали. И, кстати, во время пандемии мы очень хорошо выросли. 2,5 раза мы подняли маржу свою. И я думаю, вот этот кризис, который наступает, тоже как-то сыграет, как-то мы выйдем на новый уровень. Я, когда учился в Москве, всегда общался с ребятами саха, буряты, почему-то азиаты друг друга тянулись. После этого огромное уважение и чисто саха, и сравнивали слова. Да, действительно, я считаю, что мы очень похожи. Наши языки, даже некоторая часть культуры тоже. Вот саламат.
Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Вот эта кошка, совет вам, не берите кошку Скоттиш Фолд. А то не это, ни туда, ни сюда кошка. Сладенькая, красавица. Такая плохая. Ай, вообще, да, красавица. Какая она красивая. Все, иди. Да, всех качай алурок, кара. Ух ты, ребята! Все, она меня руки. Так. Уже эта кошка, я вся в шерсти, чабол, вот что делать-то? Так, вот, ребятули, посмотрите. Так. Вот так. Вот саламат. Вот такой он густой. Теперь берем оладушки. Дяра. Азболсым! Дяра. Как надо кушать? Саламат кушается в горячем виде. Соялар де. Дяра, қайдағай, тоқтар көдіріққа. Оно как это, мороженое. Горячее мороженое, сливочное, пломбир. Ребята, вообще нереально вкусно. Какой-то спор там в чате. Я не разобралась, не успела нормально поджидать. Сур. Один яда пишет. Вкусно. Давай. Вкусно. Нереально вкусно. А расскажи, пожалуйста, как готовят азболсын. Рахмет. Оладушки как делаем? Напишите, пожалуйста, рецепт оладушек Твиттера. Давай я напишу. Или ты? Не, я сейчас отправлю. Давай. Ну, хайда хаюны. WhatsApp лирим, да? Копируешь и ставишь. Давай. Ой, ребята, вкусно. Что не так с кошкой? Что не так с кошкой, спрашивают. Плохой характер, ребята. Вообще плохой характер, честное слово. Эта кошка, она очень много внимания просит, не ласковая. Не очень, короче. Но мы ее все равно любим и не оставим. Когда мы переезжали, нам сказали, кошку оставьте, вообще бросьте там или там усыпите. Раз уж взяли ответственность, мы должны его нести. Она, конечно, не ласковая, но мы ее любим такой, какая она есть. Она плохая, конечно. Но очень любим, очень-очень любим. Ребята, очень вкусно. Да? Так, рецепт оладжи, саламат скидываем. Кому надо было сейчас, я копирую. Я думаю, рецепт... Хайдай наши, да? Вот, пожалуйста. Как ты не так написала? Повторяю? Оладжи. Оджи. Как-то плохо этот. Ага. Сейчас. Ага. Shift Enter. Нет, все равно. Короче, ребята, на якутском написано. Оладжи, 500 грамм молоко, 500 грамм вода, 100 грамм соль, сода,
яйцо 1, мука, сахар 1 столовая ложка, саламат 2 столовые ложки муки, 150 миллилитров кипяченого молока, 75 миллилитров кипятка, щепотка соли. Встреча с подписчиками. Ага. Кошка нормальная, это нормальное состояние этой породы. Да, вот именно. Он думает, что кожаные... Вот именно. Она реально думает, что мы ей должны, и живем мы у нее. Даже когда вот хозяйка квартиры приезжала, Бекки на нее шипела. Хозяйка квартиры, наша Шанар, она вообще замечательная девушка, понимающая такая прямо, и любит кошек. Вот. И потом, что еще? Когда приедете в Астану, объявите встречу с подписчиками в гости, позовем, встретимся. Так приятно, спасибо огромное. В Астане, да. В Астане. Астану же надо снять все равно. В Астану хочется поехать нормально, спокойно, чтобы не было по работе. Где? Я вот эти 2 ведра, я хотела с ними сфотаться. Не было. Борта по работе. Сюрю-катю. Обязательно объявим, но можно с вами лично встретиться, покушаем, да, посмотрим. Вот. И классно, когда вот местные рассказывают все равно, это же супер классно. И мы смотрим, видим, и уже знакомимся, знакомясь с каждым городом, мы понимаем, какая страна, какая она колоритная, разная. Ну, вот так вот. Очень вкусно. Капец вкусно. Саламат вообще про что? Что? Это же десерт, нет? Это не десерт, его подают на свадьбах. Таких маленьких таких тарелочках. И его кушают прям вот горячим. Очень вкусно. Вот такой вот стрим наш первый получился. 1:40. Вообще огромное спасибо за общение. Если есть вопросы, пишите. Мне очень понравилось. Время прошло незаметно, я скажу. Время прошло так как-то очень быстро, классно, интересно в первую очередь. И как-то приблизило нас еще раз и приблизило этот, как-то вот более такое тесное общение получилось. Вот. Ну все, наверное, потихо завершим, да? Ага. Надеюсь, вам понравились наши блюда. Сейчас скажу, кто из них. И я думаю, надеюсь, что наши блюда. Ждем выпуск с бананами. Кстати, с бананами выпуск сегодня должен выйти по плану. Сейчас сделаю. Вообще классно мы погуляли. Вообще огромный рахмет Гульдани, которая все это показала. Молодец. Махтал Лаган. И надеюсь, вам понравился такой стрим. Когда-нибудь тоже вот так повторим. И вот рецепты, которые вот сегодня были, не рецепты, прям не сказать, прям готовили и показывали, как готовить. Это вот именно, если есть возможность, конечно, то, мясо должно быть именно такое с Якутска, да, чтобы сырым кушать. И вот колбасу мама отправила, круто, да. И вот следующий стрим, я не знаю, но ближе к Новому году, может быть, будет. И, тоже в Инстаграме я спрашиваю, да, о том, что готовить, и вот скидывают рецепты. И еще, кстати, ребята, мы будем переименовывать канал. Не теряйте нас. У нас осталось, 897 подписчиков уже стало. Прикиньте, да, как круто. До 1000. Осталось совсем чуть-чуть. И это уже как-то, хочется по-другому назвать, и чтобы канал был не как онлайн-дневник, а уже как-то нес какую-то вот идею, смысл, да. Приключения Сахалар в Казахстане. Тоже прикольно. И мы объявили подарок. Если возьмем вот именно из предложенных названий одно, то сделаем подарок новогодний. И вот скоро будет переименование канала. Идем к 1000 подписчикам до Нового года. И
Ну, следующий стрим, не знаю когда. Ну, точно будет, когда мама привезет рыбу. Индию. Мгм. Вот. Так что вот так вот. Ребята, спасибо за общение. Спасибо, что были сегодня с нами. Спасибо, Махтал. Пока. Всем пока. Сау болыңыздар. Сахалар уродни. Сау болыңыздар. Көрсө қадері. Всем пока. Завершить трансляцию деймін, да? Ага. Пока-пока-пока. Қайда болар?